Салем, друзья, вы на канале Бизнес по-казахски. Сегодня будет очень интересный выпуск, потому что мы побываем за кулисами и узнаем, тяжело ли содержать и сколько приносит свой независимый театр. Друзья, знакомьтесь, Анна, директор театра «Трансформа». Культурного пространства «Трансформа». Культурного пространства «Трансформа». Да. Анна, расскажи, пожалуйста, что сегодня нам со зрителями ждать в этом выпуске? Я хочу вас познакомить с жизнью независимого театра. Угу. Мы заглянем за кулисье, посмотрим репетицию, Угу. а также увидим сам спектакль, тем более, что сегодня у нас необычный день. Сегодня к нам приехали гастроли из Бишкека, и гастроли у нас не было аж 2019 года. Угу. Случилось, как мы знаем, очень много обстоятельств, в том числе карантин. И вот, наконец-то, мы переехали на новую площадку и можем позволить себе приехать с гастролями, привезти с гастролями наших соседей. Классно. Как называется спектакль? Спектакль называется «Спектакль с запрещенным названием». В общем, вся интрига раскрывается уже в спектакле, поэтому не будем здесь это все говорить, потому что вдруг мы еще раз привезем. Ну, самое главное, мы поговорим сегодня о цифрах. Попробуем. Супер. Друзья, обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что будет очень интересно. Анна, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в замечательном пространстве. Это социально-культурное пространство Дом 36. Угу. Здесь мы находимся с июня этого года. До этого наш театр находился в пространстве Smart Point в Двух башнях. Мы там работали 4 года. По некоторым обстоятельствам, о которых очень часто мы рассказывали, нам пришлось съехать. Это высокая аренда. Высокая аренда. Да, очень высокая аренда, я бы сказала. И после этого мы 2 года находились в таком кочевом формате. Мы транслировали себя как поп-ап-театр, то есть мы делали спектакли вообще в абсолютно разных помещениях. Это были галереи, это были телецентры, это были торговые центры. В общем, везде, где обычно театра не существует, там были мы. И вот буквально в прошлом году, год назад, мы выиграли грант от фонда Евразия, который позволил нам приобрести свое техническое оборудование, что позволило нам как раз-таки расширить свои возможности и уже приехать на эту площадку, с каким-то своим запасом и багажом. То есть мы приехали сюда в таком интересном формате того, что мы хотим друг другу быть полезными, то есть Дом 36 позволяет нам работать в своей локации, в своем пространстве, а мы помогаем техническими разными средствами. То есть приходят какие-то арендаторы, допустим, в Дом 36, и они уже имеют какой-то технический арсенал. То есть это и свет, и звук, и, в общем, много возможностей. Так, вы выиграли грант. Да. На сколько, на какую сумму? Почти 25 тысяч долларов. 25 тысяч долларов. Да. Вы накупили технику, да. Зашли, можно сказать, по бартеру в Дом 36. Это не совсем бартер, я бы так сказала. То есть мы платим. Вы все-таки что-то платите? У нас есть в любом случае небольшая фиксированная, скажем так, ставка, но это мы позиционируем ее как коммунальные услуги. Но естественно, что и мы хотим зарабатывать, и Дом 36 хочет зарабатывать. И поэтому те условия, на которых мы сейчас пришли, они супер лояльные. Мы пришли на проценте с продаж билетов и с аренды. То есть любая коммерческая аренда, мы отдаем с нее процент, и любая творческая, так скажем, наша реализация, продажа билетов, это точно так же уходит процент. Конечно, сейчас из-за того, что сезон только начался, в течение этого лета, кроме этих коммунальных услуг, мало что получалось, честно говоря, платить, потому что в целом спектакли только начались под конец сентября нормально реализовываться, и поэтому только сейчас будет понятно, как мы в этом формате сможем долго существовать. То есть мы сразу с домом друг другу ничего не обещали, мы выставили какие-то KPI, к которым мы стремимся все вместе. То есть это не в одну сторону работа, что только мы там что-то делаем, но точно так же стремиться к тому, чтобы здесь появлялись какие-то новые арендаторы, люди,
чтобы мы все могли Мгм. Хорошо жить. благоприятно существовать. Да. А сразу же, вот какая у вас площадь? Здесь площадь 250 квадратов вместе с гримерной комнатой. 250. Ну, то есть рабочий где-то около 200, 230 квадратов. Кто был основателем вашего театра и вообще сложно ли открыть на сегодняшний день театр? Ну, Свой. несложно, если у тебя есть деньги, наверное. Но так в целом вообще Ага. просто. Ну, мне кажется, что... Начнем с того, что основателем являюсь не я, основателем является Галина Корецкая. Мгм. Это руководитель проектов по культуре и искусству Британского совета. Мгм. Я уже вот рассказывала, что мы открывались в коворкинге Мгм. Smart Point, и там был такой прекрасный человек, Амирхан Умаров, который хотел создать такое пространство, в Мгм. котором второй этаж будет зарабатывать деньги, это будет коворкинг-пространство, а первый этаж должны занимать социальные предприниматели, Мгм. которые постоянно генерируют большие потоки людей, Мгм. которые как раз-таки потом, возможно, становятся потенциальными клиентами коворкинга. Я в трансформе с самого основания, получается, я была студенткой Галины, на тот Мгм. момент выпускницей, она меня позвала как бы работать еще в тот момент, когда трансформа только-только строилась. То есть мы приходили еще Работать кем? менеджером. Менеджером. Да, Мгм. то есть я должна была быть арт-менеджером, потому что в целом я выпускалась из консерватории как арт-менеджер. Мгм. Я очень хотела этим заниматься. Это была тема моей дипломной работы, развитие арт-пространств. И вот, собственно, с моей дипломной работы это еще и началось, потому что она ее прочитала и как-то вот, ну, прониклась, возможно, этими вещами, которые я описала. В целом, я говорю, мы пришли первый раз в трансформу, когда еще шла стройка, Мгм. это было еще такая То есть романтика в вместе сказках. Со смарт-поинтом строился и... Да, все вместе строилось, и под нас создавалось пространство. Мгм. То есть, да, мы ходили, говорили о том, что так, эта розетка должна быть черной, здесь должны быть такие шнуры, здесь зеркало на вот этой высоте. Ну, то есть, все конкретно строилось под наш запрос. А откуда вот вы брали идеи или стандарты для театра? Ну, это такая британская модель, это Мгм. black box, в Black box. котором, да, просто происходит постоянно все. Мгм. Ну, то есть у нас не было... Почему трансформа? Потому что нет определенного зрительного зала, Мгм. нет определенной сцены. То есть пространство всегда трансформируется под запросы Интересно. художника. Да, то есть пришел режиссер и говорит, так, мне вообще ничего не нужно, у Мгм. меня люди будут ходить по пространству, и мы убираем все. У нас зрительный зал просто состоит из палет, которые мы сами ручками своими красим, Мгм. подкрашиваем. Мы просто сделали такие модульные штучки, которые мы собираем, убираем, расставляем, как нам интересно, в любом порядке. Мгм. То есть и таким образом мы расширяем просто возможности для тех людей, которые приходят такие, о, а я хочу, чтобы в этом пространстве был лес. Мгм. И все. Классно. И ему больше, ну, ему как бы не нужно, чтобы зрители сидели, или ему нужно наоборот, чтобы в хаотичном порядке как-то все находилось. Поэтому, собственно, и родилось такое название «Трансформа». Да. И очень хорошо прижилось, и как-то нас отражает очень ярко. Мы не просто пространство, Мгм. потому что если бы мы были просто пространством, мы бы умерли еще 2 года назад. Мгм. Мы работаем в формате именно продюсерского центра, который помогает реализовывать идеи. То есть к нам приходит коллектив и рассказывает о том, что у меня есть вот такая потрясающая идея. Мгм. Там режиссер пришел и рассказывает о том, как он это хочет реализовать, и мы уже ищем возможности по то, как это реализовать. Мгм. То есть это обоюдная абсолютно работа. Никто не говорит, что все, режиссер это просто творец, Ну, все, он работает и только творит. Нет, в независимом театре так никогда не работает. Мгм. То есть все занимаются всем, вплоть до мытья полов. Ну, то есть это работа, которая, ну, как бы все прекрасно понимают, что, ну, как бы больших денег в независимом театре нет. Мгм. И мы же сами себе и уборщики, и застройщики, и фандрайзеры, и кто угодно. И Ну, то актеры. есть и актеры, и режиссеры, Ага. да. И если надо, технари. Потому что мы должны на площадке уметь делать все. Сколько стоит билет на сегодняшний спектакль? Ох, с этого года мы подняли ценовую политику. Ага.
Честно говоря, это вынужденная мера, потому что мы должны окупать наши спектакли. Ну, понятно. У нас всегда была очень лояльная стоимость билета, просто потому что мы привлекали такую молодую аудиторию, которая открытая ко всему новому, возможно, даже студентов. И у нас и проекты были такие очень, очень молодежные, так скажем. Но в этом году мы поняли, что нам нужно повышать ценник. Ну, все дорожает, Да, логично. да. Так, И стоимость билетов сейчас практически на все спектакли у нас стоит 7 тысяч. 7 тысяч Да, тенге. и льготный билет, ну, то есть это для студентов, Мгм. для пенсионеров, для школьников это 5 тысяч. То есть есть, да, скидка? Да, конечно. Плюс у нас всегда была такая политика, что мы хотим Мгм. поддерживать студентов творческих вузов, Мгм. чтобы они приходили, чтобы они учились, чтобы они смотрели, чтобы у них формировалась эта насмотренность. Для студентов творческих вузов у нас всегда билет 1000-2000 Ой, тенге в классно. зависимости от проекта. Ну, то есть они могут, это там стоимость чашки кофе, Да-да-да. грубо Ну, говоря. да. Они могут прийти, посмотреть спектакль, остаться на обсуждении, поговорить с режиссерами, пообщаться с актерами. И плюс ко всему к этому, мы практикуем такую историю с тем, что к нам приходят часто там студенты, допустим, актерских вузов, там, выпускники Жургенева, Мгм. они приходят делать потом свои выпускные спектакли. Ой, к нам. классно. Да, и мы тоже делаем на них какой-то лояльный такой билет, типа в 2000 тенге, чтобы они уже постепенно нарабатывали свою аудиторию. То есть еще будучи студентами, выпускниками, но они уже имеют возможность заработать себе вот так зрителя. Вот ты говоришь, у вас сейчас 80 посадочных мест. Да. Это получается, если даже по 10 тысяч, 800 тысяч за спектакль? Это возможно, но При это хорошем, да, развитии. практически никогда не реализуемо. Заполняемость не была еще такой полной? Ну, или Нет, еще не нет. было? Мгм. Самый максимальный чек вот на твоей памяти? Сколько был? Сколько мы зарабатывали За за спектакль? спектакль? Мне кажется, это вот как раз должно произойти сегодня. А сегодня? Да. Посмотрим, как раз Это, спросим. это должен быть исторический момент. Ага. Мы заработали... Ну, то есть с билетов это не прибыль, Ага. это просто доход, где-то около 600 тысяч. Уже сегодня Да. билета. Да, ну, то есть это за 2 показа. За 2 показа. Да, Вчера и да, сегодня. Да. Мгм. Но Неплохо. нужно понимать, что это все-таки гастроли, и мы привозим людей, Мгм. мы оплачиваем им хостел, мы Понятно. оплачиваем проживание, и поэтому прибыль из этого будет очень небольшая. А сколько примерно времени нужно, чтобы вот раскрутить свой театр? Ну, по моему ощущению, что нужен хотя бы 1 сезон Один для сезон. того, чтобы вот наработать себе хотя бы какую-то аудиторию, привлечь, возможно, какие-то средства дополнительные, потому что, это такой непростой процесс, потому что ты постоянно находишься в поиске денег, Мгм. немного всегда. Ну, то есть ты стараешься привлечь либо спонсоров, либо зрителей, которые купят билеты, чтобы тебе было на что в следующий месяц существовать. Ну-ну. Вот, и это не всегда просто. Ну, то есть в зависимости от месяца, в зависимости иногда даже от погоды. Ну, то есть бывает очень часто такое, что просто люди бронируют билеты, от чего мы, кстати, стали отказываться в последнее время, и не приходят, потому что дождь, например. Ну, то есть, это все. То есть они бронируют, оставляют предоплату какую-то? Нет. Это мы просто, раньше да? просто оставляли Ага. бронь для Мгм. тех людей, которые хотели там на входе купить. Ну. И вот в последнее время мы стали замечать, что планировать работу просто отвратительно сложно, потому что, люди покупают билеты в последний момент, а мы же, нанимаем людей для того, чтобы они пришли, мы платим им деньги, то есть когда мы не понимаем, сколько мы с этого со всего заработаем, планировать свою работу вообще невозможно. И когда люди покупают там за 2 дня билеты, иногда мы вынуждены просто отменять спектакли. Серьезно? Да, бывает так, что мы отменяем спектакли, потому что не проданы билеты, потому что мы понимаем, что мы уйдем в минус, что мы привлечем людей, актеров, это большие затраты, это там, не знаю, световики, звуковики. А как которых мы тогда приглашаем. нужно правильно выстраивать модель, чтобы понимать, что... Ой, кто бы знал? Кто бы знал? Мы постоянно находимся, мне кажется, все театры в этом стрессе и в этом процессе, что ты выставляешь билеты за месяц, за 3 недели ты выставляешь билеты в продажу. Ты пускаешь таргет, и вот один раз этот таргет сработал, а второй раз этот же таргет вообще не сработал.
смысл. И, казалось бы, этот же спектакль, эти же артисты. И нет, никак. То есть это настолько непредсказуемая история, настолько порой рискованная история, что, ну, ты просто живешь на каком-то интуитивном уровне. Выстрелить сейчас или не выстрелить сейчас. Давай поговорим немножко про конкурентов. Вообще, есть ли у вас конкуренты или нет, другие театры? Нет, ну, наверное, с точки зрения бизнеса, Мгм. как бы понятно, что мы все друг с другом как бы конкурируем, потому что мы ставим спектакли в одни и те же дни. У нас не такая огромная там театральная аудитория в городе, поэтому, наверное, ну как бы можно нас назвать конкурентами, но мы внутри своей театральной тусовки, так скажем, мы себя, естественно, не считаем конкурентами, потому что, ну, друг другу, потому что мы все коллеги по большей части, и монополия какая-то, ну, это всегда плохо. Ну, то есть, если будет существовать один независимый театр, ну, понятно. это грусть. Да-да-да. Поэтому мы всегда друг друга поддерживаем максимально. Вот, то есть наши там театральные коллеги, те же там Артишок театр или там, я не Бункер. знаю, любые, да вообще кто угодно. То есть тотальный театр. Мы можем просто написать ребятам, сказать: ребят, сори, пожалуйста, очень просим вас, у нас вообще просто беда такая с билетами, вообще не продаются. 15 билетов на 2 спектакля продано. Пожалуйста, можете сделать анонс? Блин, Ну, классно. практически никогда никто не Поддерживает? откажет. Даже если в этот же день у ребят тоже спектакль. Ну, как бы сегодня к нам придут, завтра к Ну ним да. придут. Поэтому аудитория, она плюс-минус одна и та же. Мы как-то вот стараемся друг друга все равно поддерживать в этом плане. И я не считаю прям вот, что мы какие-то конкуренты друг другу. Тем более, что концепция трансформа вообще в целом очень отличается от концепции других независимых театров, где есть своя труппа, свой коллектив. У нас нет своей труппы. Мы работаем с абсолютно разными коллективами, с разными режиссерами, актерами. Поэтому как бы здесь вообще другое немножко направление, поэтому... А сколько на сегодняшний день в Алмате театров насчитывает примерно? Вообще про независимые театры, вот недавно считали, что около 50 независимых театров существует. 50 независимых театров в Алматы? Да. Но это не театры, у которых есть своя площадка. То есть это театры, которые как коллективы существуют. Понял. Допустим, есть там театр Асабалар. Вот есть, он существует, этот театр, но они работают там на разных площадках. То есть они к вам могут прийти? Да, У ну вас то есть есть? разные, они как театр просто вот себя да. охарактеризовали, Коллектив. и все, да, коллектив. И они уже существуют на разных площадках. Очень большое количество, естественно, независимых таких театров у нас на площадке, потому что где, 50 блин, штук, еще? да, нормально. Ну да, у нас буквально несколько таких пространств в городе, куда можно прийти и где что-то можно показывать. Плюс еще и государственные, да, театры? И тогда вообще бешеная да. конкуренция получается. Ну, Как жить? Нам с государственными театрами конкурировать вообще нет смысла. Ведь они не стремятся к тому, чтобы как бы жить за счет билетов или еще что-то такое, потому что у них есть репертуар, который расписан там на 3 месяца вперед. Они получают зарплаты, и придет 5 зрителей или 500 зрителей. Спектакль в целом, будет, да? спектакль состоится. А мы как бы в этом плане, конечно, очень зависимые. Но звук сухой, слышите? Надо романтику дать немножко такого эстрадного фона. В общем, мы сейчас пойдем в зал, только, пожалуйста, тихо, потому что все-таки репетиция, и Идет это репетиция? такой интимный процесс очень. Спектакль, да? Да. Ух ты, ребят, сейчас попадем за кулисы. У нас сегодня выступает театр из Бишкека, как я уже сказала, и у нас такая атмосфера голубого огонька. Прикольно, есть- типа Новый год. Да, Новый год, мишура, елочки, да, и поэтому у нас вот сегодня так ярко. Расскажи немного, тезисно буквально, про спектакль сегодняшний. Сегодня у нас спектакль, который рассказывает о событиях 1962 или 1963 года, точно не помню. В общем, это выставка на Манеже. Это когда Хрущев попал на выставку, и
грубо говоря, очень жестко прошелся по всем художникам-авангардистам. Прикольно. Вот, да, и поэтому такой спектакль с нецензурной лексикой. Естественно, мы всех предупреждаем, потому что в общественных местах у нас сейчас запрещен мат. Да, но мы предупреждаем, говорим, если вдруг кто-то оскорбится, друзья, мы готовы вам вернуть билет. Вы можете вот прямо сейчас. Билет сразу ограничение есть по возрасту, да? Да, конечно, 18+. 18 Да. Что входит в твои обязанности сегодня? Сегодня, так как нас в команде двое, в наши обязанности входит очень много чего. По большому счету, все, что нужно здесь сделать, разделено на два. Это делает или Аня, или я. Вот, то есть, ну, как должно быть, я главный режиссер. То есть в моей юрисдикции все, что происходит на площадке. Ну, то есть все спектакли, которые сюда приходят, вот, я могу в них как-то или вторгаться, или, например, помогать ребятам, чтобы они встали на этой площадке. Вот как сегодня, например, приехали ребята на гастроли. У них есть спектакль, но он на другой площадке, им нужно здесь помочь его как-то адаптировать, да. Вот. Но на данный момент я выполняю функции еще и технического директора. Ну, то есть я помогаю с техникой, да, поставить свет, поставить звук. Вот где-то как светохудожник работаю, где-то как... Ну, в общем, на все руки от скуки. То есть ты сегодня не будешь ставить, да, эту установку, ты будешь включать... Сегодня, да, я свет? сижу вон там на пульте и буду включать свет, звук, звук включать. да, отстраивать это все и Ты- налаживать. То есть вас этому учили непосредственно работать с техникой или... Нет, это навыки, которые ты приобретаешь, потому что, опять-таки, в независимом театре очень много смежных вещей, которые, ну, команда выполняет. То есть мы все понимаем, что нам нужно выпустить проект. И для того, чтобы это сделать, должен быть выполнен определенный пул задач. И если нет отдельного человека, которого мы там как-то нанимаем или который есть в команде, то эту функцию, значит, кто-то исполняет один или как-то она разделяется. Какие документы нужны, чтобы открыть свой театр на сегодняшний день? Сложно ли Ну, это сделать вообще? Как документы, наверное, вообще ничего не нужно. Мы просто зарегистрированы как юрлицо. Как юрлицо? Да, и мы зарегистрировали себя только в 2019 году, в самом начале, потому что мы работали сначала в корпоративном фонде, а потом мы уже отсоединились и сейчас работаем как общественный фонд. Как Да, общественный то есть у нас некоммерческая организация, Мгм. потому что мы все проекты поддерживаем на некоммерческой основе. Все, кто к нам приходит, не платят ни за аренду, ни за там, Мгм. репетиционные процессы. Вот, это все как бы наша задача обеспечить им условия. А мы, зарабатывая с билетов или с каких-то мы сдаем порой в аренду пространство, Мгм, вот под мгм. какие-то коммерческие проекты, мы накапливаем капитал, и вот то, что мы накапливаем, мы Так. можем тратить только на уставные расходы. Ага. То есть у нас есть там перечень уставных расходов, это зарплатный фонд, это там аренда пространства, это еще что-то. Ну, то есть вот на это все мы можем тратить. То есть никаких налогов вы не платите? Налоги мы платим только с зарплатного, ну вот с Ага. зарплат людей. То есть понял. Ну, типа полностью там все, да. пенсионные, да, Да, всякие пенсионки, Тоже медицинское, все. Потом мы платим налоги только если наша прибыль Превышает наши миллиарды. расходы. Но такого никогда не бывает. Никогда. Но надеюсь, скоро будет. Ой, ну, хотелось бы верить, да, конечно, но в целом нам всегда есть на что потратить деньги, потому что это всегда закупка реквизита, закупка декораций, закупка костюмов, свет этот, который бесконечно фонарики перегорают, каждая лампочка 15 тысяч стоит, ну, это, блин, это постоянные расходы. Сразу интересная тема. Какие расходы бывают у вас? Там раз Вот. в месяц или раз в Да. год? Что нужно покупать и сколько это примерно? Ну, Плюс-минус. Вот как раз я говорю, кроме того, что мы вот платим вот эту аренду, Мгм. мы оплачиваем, ну, аренда-коммунальные расходы. Мгм. Мы оплачиваем, естественно, полностью техническое сопровождение, которое Мгм. у нас есть, всех людей, которые к нам приходят, это там световики, звуковики. У нас нет их в штате, Давайте сразу зарплатный фонд на сегодняшний день. Сколько? он очень маленький. Мне даже... Ну, моя официальная зарплата это 150 тысяч тенге. Мгм. У моего коллеги Ярослава тоже плюс-минус как бы сейчас такая зарплата. Вот. От месяца к месяцу мы немножко бывает, ну, то есть хороший месяц мы можем больше заработать, а-ля типа премию получить. Не очень хороший месяц мы можем вообще не получить, У ну, меня типа денег. Такое бывает. постепенно накапливается слеза. Ну нет, вот нет, пожалуйста. Независимый театр это не про жалость, это наш осознанный выбор. Мы кайфуем от того, чем мы занимаемся. И раз мы 7 лет работаем,
и существуем, значит, все. Как-то выживает. Да, значит, все нормально. Поэтому это перспективно. Мгм. На этом можно зарабатывать. Наша сейчас самая большая проблема – это нехватка кадров. Мгм. Потому что, ну, вот всю работу административную сейчас делаю я. Всю техническую работу и постановочную, режиссерскую делает Ярослав. То есть у нас 2 человека в Мгм. коллективе. А, допустим, в октябре у нас 21 проект. Офигеть. Ну вот можно представить, что ну, как бы 21 проект Мгм. сделать 2 людям, мы практически живем без выходных. Ну, Мгм. то есть это реально сложно, это и морально сложно, и физически порой ты просто не вывозишь. Поэтому мы вот с этого месяца Мгм. решили, что мы расширяем все-таки штат. Мгм. Да, мы идем на определенные риски. Ну, то есть людям нужно платить. Ну да. Но это гребаный замкнутый круг, потому что ты не зарабатываешь денег, потому что у тебя нет людей, и у тебя нет людей, потому что у тебя нет денег. Мгм. И где-то должен этот круг прерваться. Поэтому мы решили, что он должен все-таки прерваться на том моменте, что мы с людьми договариваемся каким-то образом, что давайте, ребят, мы Мгм. как-то команда собираемся. И то есть, да, возможно, вначале будет чуть сложно, но потом мы все идем к тому, что Мгм. мы будем нормально зарабатывать все и жить хорошо. Ну и еще, конечно, что выручает театр, это какие-то корпоративные заказы. Ну, Мгм. то есть мы работаем с рекламными агентствами иногда, мы работаем с какими-то ивенщиками, которым иногда нужны актеры, иногда нужны режиссеры, еще кто-то. Ну, то есть мы собираем команду и делаем проекты, презентации какие-нибудь, еще что-то. То есть это исключительно коммерция, она не имеет отношения к трансформе, Ну, понятно. но Ну, надо на что-то это, жить. да, это имеет, ну, как бы, Да-да. благодаря этому мы имеем возможность, например, не заработать в театре, Мгм. но заработать где-то в другом Мгм. месте, чтобы просто вот заниматься своим любимым делом. Так в итоге, давайте Да. подведем итоги. Сколько зарабатывает театр на сегодняшний день? И какие есть расходы? Вот просто, чтобы понять вот это Не соотношение. могу сказать, вот правда, вообще не могу сказать, абсолютно. Это все настолько всегда нестабильно, что я не могу даже какую-то цифру вывести. Я могу сказать, что когда вот в хорошие времена мы работали, вот в хорошие самые времена. хорошие времена, Это было как- когда-то. да, Это да, так. да. Но сейчас просто мы снова только к этому приходим. У нас была достаточно низкая стоимость билета. Мгм. У нас была аренда в 500-700 тысяч, Мгм. и было в штате 3 человека. И где-то в месяц мы могли заработать 1 500 000, Так. примерно так. Мгм. Из них практически все уходило на аренду. Ну, то есть это 700 Ага. тысяч, налоги и вот фонд зарплатный, вот такой типа по 150 тысяч, это вот сотрудники. И у нас оставалась подушечка типа всегда в 100-200 тысяч, которую мы не тратили никуда, мы оставляли, накапливали. Иногда это было больше. Ну, иногда, Мгм. Ну, когда понятно. пришла коммерция какая-нибудь или еще И это что-то. было в лучшие времена. Э, А сейчас не самые лучшие времена. Ну, сейчас сложнее, просто потому что новая площадка, вообще Ага. все новое, и мы поэтому только сейчас снова движемся вот к тому. Мгм. Но тогда ну, как бы нужно понимать, что наш билет стоил 3-4 тысячи тенге. То есть, Мгм. если бы у нас билет стоил, там, не знаю, также 7, Мгм. ну тогда люди не готовы вообще Ну были да. стоить такие деньги платить, то, наверное, это около 2 миллионов бы, может быть, выходило в месяц, и тогда, ну, как бы, мы нормально в Мгм. этом существовали. Нам хотелось больше денег? Да. Кому не хочется больше денег? Мгм. Понятное дело. Но в целом, как бы, когда ты молодой, амбициозный и все такое, тебе в целом и этих денег хватает. Сейчас понятно, что ты уже перерос это все, ты понимаешь, что как бы 150 тысяч в месяц да. зарабатывать это невозможно. Вообще Понятно. это Надо ни на жить. что не хватает даже на аренду квартиры. Мгм. Поэтому, естественно, мы находим какие-то другие пути. Плюс, ну, как бы чаще стали работать с корпоративным сектором. Вот, Мгм. правда. Стали работать с ивенщиками, приглашать людей, чтобы продавать показы уже ну, прям для компаний, чтобы они выкупали полностью Мгм. билеты. То есть, чтобы вы понимали, мы зарабатываем, вот, допустим, там, 200 тысяч с билетов, Мгм. и из этих билетов мы сразу 30% нужно отнять, это потому что мы отдаем там дому, билетным операторам и всем остальным. И вот только 70% мы делим
по 35% между собой и коллективом. Вот это наша прибыль. 35% с билетов. Мгм. Да, вот так. Уважаемые зрители, давайте все вместе, дружно ходить, посещать независимые театры и поддерживать Пожалуйста, поддерживайте нас. Это очень важно. творческих людей. Это на самом деле очень важно. Короче, вот мы сейчас разговариваем про деньги, вот Ага. долго разговариваем. И в прошлом году, в 22-м году, я попала в список Forbes 30 до 30 самых перспективных казахстанцев. И, короче, все мои друзья такие: Аня, откуда столько Миллионер. денег? Да, я говорю, ребят, это список не про деньги, это просто перспективно. Ну, это типа, что это вот да, когда-то может быть. Мгм, мгм. Ну вот, ну, конечно, было приятно, что нас отметили. Скажу, что нам это дало, ну, наверное, да, вот там с ребятами классными познакомились, с некоторыми даже спектакли совместные Ага. сделали, ну, это прикольно, вот. А так, ну, как бы, отметочка, Короче, просто отметочка. Денег особо нет, зато в Форбсе. В итоге. Поехали? Ой, сейчас глаза будут красные. Расскажи, какие у вас есть проблемы, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Давай. Все? Ну, я уже спросил. А это вопрос был? Да. Проблема у нас обычно с тем, что... Ну, понятно, что это в первую очередь нехватка денег, но, например, сейчас нам надо Ага. пол сделать. Пол. Да, нам надо просто покрасить пол. Вот денег нет, чтобы пол покрасить. Еще 2 миллиона на линолеум надо. Просто линолеум 2 миллиона стоит. Ужас. Да, и это всего 100 квадратных метров. Но он просто специальный, он танцевальный и хореографический, для того, чтобы, ну, как бы нашим прекрасным танцорам, хореографам было удобно. Нам нужно вот заработать где-то, найти 2 миллиона, может, кредит возьмем, не То есть у знаю. вас еще какие-то расходы постоянно, там лампочки Ну, перегорают, конечно, там что-то конечно. там, стульчик сломался, и все это надо постоянно находить. Конечно, никто же не будет покупать вместо нас это все. Как вы продвигаетесь сейчас? Вообще там сарафанное радио, у вас социальные сети. Сарафанное радио никто никогда не отменял, конечно. Здравствуйте. Здрасте. Самый лучший способ, я так понимаю, да? Ну, Сарафанное радио? естественно, самый лучший способ продвигать спектакли — это просить зрителей после спектаклей Мгм. и перед спектаклями, чтобы они снимали побольше, Мгм. фотографировали, выкладывали в соцсети, отмечали нас, потому что только таким образом в основном и набирается какая-то новая То есть во время аудитория. спектакля можно снимать? Мы только за. Ага, Мы прикольно. просто просим о том, чтобы люди выключали вспышки, потому что это может помешать процессу, и звук, Мгм. потому что, опять же, может просто отвлекать всех остальных Мгм. зрителей. Но мы вообще только поддерживаем, Мгм. чтобы люди побольше А снимали. может наоборот, типа люди смотрят, потом думают, я же посмотрел, в принципе, что мне Да, выходить? прям нет, Такого нет? конечно, нет. А какие планы? Кем вы Планы? видите себя через 5 лет, допустим? Ой, через 5 лет у меня есть свой театр. У нас есть свой театр, мы работаем, да, в своем пространстве, в своем помещении, где у нас 2 зала, Ага. кофейня, Мгм. где у нас... Кофетерий. Да, да. Я очень хочу, чтобы у нас был кофе-бар. М. Чтобы перед спектаклем можно было выпить кофе, а после спектакля остаться и выпить чего-нибудь другого. Кстати, мерч можно еще продавать. Что? Мерч свой. А, Я не да, заметил, мерч, кстати. конечно, конечно. Ну, просто мерч, честно, это такая история. Мы давно бы могли его сделать. Мгм. Но я хочу, чтобы он был интересный. М. Я не хочу просто черную футболку с логотипом трансформа. Ну, как бы, кто будет это носить? Ну, не знаю. Мгм. Поэтому, если какой-нибудь художник, кстати, может быть, если какой-нибудь художник может придумать нам какой-то интересный Коллаборацию мерч, сделать. Почему сделать бы и классную нет? коллаборацию, мы только за. Ну, то есть, понятно, что с продаж билетов мы будем каким-то образом делить Ну, или с доход. продаж мерч Ну, хотя бы, ну там что-нибудь придумать. Да, было бы прикольно. Какой совет ты можешь дать, не знаю, коллективам, либо людям, которые захотят, может быть, открыть свой театр? Ну, коллективам у меня есть очень важная просьба, совет. Когда вы начинаете работать в театре, если вы хотите создавать какой-то свой коллектив, пожалуйста, задумайтесь о менеджменте.
потому что это очень важно, когда люди приходят только с какими-то идеями, не задумываясь о том, каким образом потом в дальнейшем продвигать это все. Ну, создавать спектакли, которые потом никто не сможет продавать, это как-то, конечно, искусство ради искусства, наверное, тоже имеет право быть. Но мне хочется, чтобы люди, которые создают свои коллективы и театр, они более ответственно подходили к вопросам продвижения потом этого театра, чтобы не получилось так, чтобы спектакль не остался бесхозным. Конечно, для этого мы и существуем, чтобы помогать, администрировать, но нас не хватит на все театры. Ну, то есть понятно, что мы помогаем всеми своими ресурсами, всем, чем можем. Но когда внутри есть менеджмент, это очень сильно упрощает работу всем. И, естественно, это приносит больше денег, потому что тогда как бы со всех сторон есть увлеченность и есть интерес к тому, чтобы заработать, тогда это приносит более конкретные плоды. Вот, ребят, занимайтесь менеджментом. Развернутый, глубокий ответ. Ань, что мы сегодня можем разыграть? Мы разыграем 2 пригласительных билета на 2 персоны. Так, какие Со будут? свободной датой. Можно будет прийти на любой спектакль. Вообще классно. Какие будут условия? Условием будет ответ на один очень важный и наболевший для меня вопрос. Почему вы не ходите в театр? Ребят, пишите под этим видео, почему вы не ходите в театр, и мы разыграем в течение месяца 2 билета в одно из самых интересных мест нашего города. Вы готовы? Да, готов ли я? Да. Да, конечно готов. Ну а что мне остается еще делать? Готовы? Какие ожидания? Ой, полный зал сейчас будет. Главное всех посадить. Ожидания хорошие всегда. Дорогие друзья, до старта нового 1963 года осталось совсем немного времени. И стоп! Ань, спасибо большое, что пригласили к себе в гости, рассказали про свой театр. На самом деле спектакль был очень интересный, такой необычный прям экспириенс был. Вот, желаем вашему театру дальнейшего процветания и до новых встреч. Очень рада, что вы пришли. Спасибо большое. Мы всегда рады новым зрителям. Поэтому приходите, поддерживайте независимый театр. И до новых встреч. Пока.